Якутянин обвиняется в убийстве своей сожительницы с особой жестокостью. Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 35-летнего жителя города Якутска. Установлено, что вечером 29 марта этого года в квартире в Мархе мужчина выпивал со своей сожительницей. В ходе застолья между ними произошел конфликт на почве ревности мужчины, и он избил потерпевшую, нанеся ей около 100 ударов кулаками и деревянной скалкой, а также причинил ожоги раскаленным утюгом. Женщина умерла через непродолжительное время на месте происшествия. Следственный комитет сообщает, что в ближайшее время материалы дела будут направлены в суд. Отмечается, что за совершение данного преступления мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Директор управляющей компании присвоила более 400 тысяч рублей с помощью подложных документов в Тампонском районе Якутии. По информации прокуратуры региона, руководитель управляющей компании «Партнер» в поселке Хандыга изготовила подложные документы по вывозу жидких бытовых отходов с адресов поселка Хандыга, по которым такие услуги фактически не оказывались. Далее документы представили в агентство субсидий Якутии, чтобы получить субсидии по льготным тарифам на коммунальные услуги. Директор осуждена к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Также она должна уплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. Помимо этого, осужденной предстоит возместить причиненный ущерб. Полицейские раскрыли кражу беспроводных наушников AirPods в Якутске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону. Заявитель рассказал полицейским, что работает в магазине. По его словам, он оставил свои наушники у кассы, а через несколько минут обнаружил, что их украли. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 16-летний подросток. Установлено, что несовершеннолетний совершил кражу, воспользовавшись тем, что работники магазина отвлеклись и не обращали на него внимания. По словам подозреваемого, он похитил беспроводные наушники для личного пользования. На данный момент похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу. В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье «Кража». Лжесотрудники банка обманули жительницу Нерюнгри почти на 200 тысяч рублей. 65-летняя пенсионерка передала мошенникам данные банковской карты. Ей позвонил мужчина и сообщил, что неизвестные пытаются украсть деньги с ее карты. Чтобы их сохранить, по словам мошенника, ей необходимо было временно перевести все деньги в специальную банковскую ячейку. Для этого лжеспециалист попросил ее назвать номер банковской карты, 3 цифры с обратной стороны и коды из СМС, которые поступят ей на телефон. Женщина продиктовала всю информацию, после чего мошенники и украли деньги с ее карты. Житель Хангаласского района признан виновным в убийстве. По сообщению прокуратуры региона, в мае этого года пьяный подсудимый, увидев своего спящего знакомого на кровати, озлобился на него из-за бытовых вопросов. По его словам, погибший, живя у него, не оказывал никакой помощи. Подсудимый взял топор и несколько раз ударил свою жертву. После убийства он спрятал труп потерпевшего в погреб. На следующий день мужчина встретился с друзьями и в ходе распития алкоголя рассказал им о совершенном убийстве. Поскольку они ему не поверили, он повел их к себе в дом и показал спрятанный труп. Они тут же сообщили об увиденном участковому. Вину в совершенном преступлении он так и не признал, утверждая, что убийство совершило другое лицо. Однако отмечается, что государственный обвинитель представил суду убедительные доказательства его виновности. В результате мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Якутянку осудили за причинение тяжкого вреда здоровью в городе Ленске. Об этом сообщает прокуратура Якутии. 39-летняя местная жительница в мае прошлого года выпивала со своей знакомой. Во время застолья женщины поссорились, и подсудимая, держа в руках пустую стеклянную бутылку из-под вина, ударила потерпевшую по голове. Согласно заключению экспертов, потерпевшей причинена травма правого глаза, вызвавшая значительное снижение остроты зрения, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя и наличия у подсудимой на иждивении 2 малолетних детей приговорил ее к лишению свободы на 3 года условно с испытательным сроком на 2 года. Нескольким детям и взрослым стало плохо после посещения бассейна в Астрахани. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По версии следствия, утром во время проведения занятий в бассейне одного из спортивных комплексов детям и взрослым стало плохо. В связи с ухудшением состояния здоровья пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая квалифицированная медицинская помощь. По предварительной информации, работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, в результате чего произошел вброс вредных веществ в воду, что повлекло ухудшение состояния здоровья пострадавших.